Этот дом притягивает к себе внимание жителей и туристов даже в таком разрушенном состоянии. История его проста и трагична. В конце XIX века участок земли по улице Лорис-Меликовской, ныне Пушкина, приобрел инженер Даль. В 1896 году он по своему проекту построил одноэтажный дом. Его фасад вырезан из белого известняка. Во двор ведут арочные ворота, увенчанные по сторонам каменными вазами. Сама же арка украшена орнаментом в виде листвы. Медные ворота арки прекрасной ажурной работы, но они не сохранились, так как были украдены еще в 1970-х годах. Парадные двери из красного дерева были украшены прекрасной резьбой. Эту дверь можно было увидеть на входе в таможенный комитет. Все внутренние двери, окна, оконные рамы, подоконники, ставни и наличники были выполнены из красного дерева тиса. По воспоминаниям очевидцев, в доме было 3 красивых камина, отделанных изразцами. Дымоход, проложенный в толще стен, опоясывал все комнаты. Стены и потолки во всех комнатах были расписаны в виде красивых букетов. В доме имелся обширный подвал. Крыша была покрыта марсельской черепицей. В доме имелся банкетный зал, широкая открытая терраса вела в роскошный сад, где в основном росли розы. Во флигеле рядом с домом помещались комнаты прислуги, а во дворе имелись сараи, конюшня и каретная. Александр Валерьевич Даль – инженер, основатель и первый директор Сухумского общества взаимного кредита, гласный Сухумской городской думы, почетный мировой судья Сухумского округа. Свое имущество он завещал Сухумскому обществу борьбы с туберкулезом, активным членом которого он был. Александр Даль был женат на Лидии Петровне Мельниковой. Детей у них не было. Семье Даль принадлежала дача на улице Папаскир и одноэтажное здание на набережной, бывшая гостиница «Франция», на месте которой в 1935 году была выстроена гостиница «Абхазия». Итак, мы идем с архитектором Лидией Данелия по улице Пушкина. Цель нашей такой прогулки – это дом Даля. Дом, мимо которого пройти равнодушно невозможно, потому что он обращает на себя внимание своей архитектурой. Лида, как архитектор, что вы скажете о архитектуре данного строения? В каком стиле он был сделан? И какие архитектурные детали притягивают наше внимание? Дайте характеристику и оценку. Да, спасибо. Хочу отметить уникальность этого здания, которое украшает улицу своей гармоничностью, своими архитектурными деталями. В этом здании использовано огромное количество деталей из различных течений, стилей архитектуры. Это из классицизма предыдущего направления в архитектуре, из эпохи Возрождения. Здесь видим элементы классицизма. Это элементы, взятые из античности. Классицизм часто брал вообще все элементы самые лучшие из античности. И поэтому здесь мы очень много элементов видим из эпохи античности. Дальше эпоха Средневековья – это романский стиль, византийский стиль. Это какие-то детали, розетки всякие, оформление фасадов. Также эпоху Возрождения мы здесь видим. Это такие балясины и так далее. Неоренессанс, да? Да, здесь вот все элементы, принятые в этой архитектуре, они все идут от слова «нео», что-то новое. В эклектике всегда вот архитекторы старались что-то новое изобрести. Они не копировали вслепую все предыдущие
элементы архитектурных стилей. Эклектика, она сама по себе не имеет единого стиля, но очень гармонично связывает все основные стили, которые она использует в разных эпох. Она делает эксперименты с масштабностью, с композицией и со всеми формами архитектуры изменяет в лучшую сторону, не повторяя масштабы строгих правил конструктивизма, Ну, простым классицизма, то языком есть говоря, эклектика – это смешение стилей. смешение стилей И вот здесь э, это представлено в этом доме в этом очень доме. явно. Смешение стилей, главное правило смешения стилей – это гармоничность. Также вот в смешении стилей в данном случае применены восточные мотивы, которые украшают, очень дают богатство этому зданию, какой-то колорит. Фасад этого здания делится на три части, как бы композиционно по горизонтали. Ну, и вертикально делится, и Мгм. горизонтально. Горизонтально делится на три части. Здесь мы видим присутствие средней части композиционной, немного выступающей вперед от главной стены фасада. Это ризолит. Ризолит вообще на самом деле выступает ввысь и вперед, и оно как бы членит композиционно, украшает фасад здания. Лида, но давайте напомним все-таки нашим телезрителям, что ризолит – это выступающая часть здания. То есть не сплошной стеной, а Мгм. какая-то ее часть выступает. И в данном случае композиционно этот дом выстроен так, что ризолит по центру делит этот дом и делает его симметричным. Симметричным, да. По композиции что мы можем еще сказать? Здесь есть отдельная пристройка с арочным порталом для входа. Да. Открытый портал, в внутренней части предусмотрена лестница. Дальше здание еще можно горизонтально вот оценить. Вот здесь имеется цоколь с рустовкой, складкой из прямоугольного камня, средняя часть стены и верхний фриз и карниз с выступающим фронтоном. В цоколе просматривается большой подвал, обширный такой Да, подвал видно. здесь имеется подвал. Кладка здесь, можно сказать, квадровая. Имеются перемычки с замковым камнем, которые несут клинчатые перемычки. Они называются клинчатые перемычки, которые несут верхнюю нагрузку. До изобретения железобетонных перемычек использовали именно такую кладку, которая несли нагрузки. Лида, я, знаете, у меня такое вот ощущение от этого дома, что он не собран по частям, а как будто он цельно высечен из какой-то скалы. Вот такое почему-то ощущение создается, потому что ты не видишь стыки, очень невидные стыки плит. И такое ощущение, что была привезена большая, огромная стена каменная и была высечена, вот какая-то монументальность видна. Основные материалы, которые использовались в эклектике, это были отделочные материалы из натурального камня, особенно песчаник, доломит, там ракушечник и так далее, и кирпич. Но здесь вот в отделке здания мы видим доломитовый известняк, очень прочный материал. Он создан еще до эклектики. Это было он просто изобрел его человек с фамилией Доломье. Вот в честь Как фамилия? Доломье. Ну, он, не знаю, француз или это. Но по его фамилии назван этот материал. Очень прочный материал, влагоустойчивый, воздействием мороза, противостоит воздействию мороза, солнца и так далее. Долго сохраняет целостность фасада. Имеется возможность обработки, легкой обработки его. Здесь он обработан и очень четко сложен, что сохранился фасад уже более 1,5 века, наверное, Да. более 1,5 века. Вот все разрушилось, так скажем, Но внутри крыша, но
фасад стоит, что говорит о вот именно Да. такой серьезной крепости, да? Да. А ну скажите, Лида, как вы думаете, вот этот доломит местный камень или привозной, на ваш взгляд? А, но доломит вообще-то и на Кавказе в разных местах добывали, и в России есть месторождение доломита. То есть это может быть все-таки местным камнем, Может быть да. местным камнем, но обработан он очень хорошо. И есть такая версия, что все же обработан, то есть работа по резке камня была сделана не здесь, Может быть, скорее всего. все. Лида, ну что, давайте перейдем теперь к деталям. Ну, в частности, окна. Здесь целый ряд окон. Причем с такой интересным, с таким оформлением наличников. Что вы скажете об этом? Окна, форма окон здесь взята из романского стиля, но ну, по масштабу, может быть, оно не совпадает с романским стилем, потому что уже в эклектике все это менялось. Сами окна выполнены в романском стиле, но обрамление окон в верхней части выполнено в виде архивольта, имеет повторяющиеся формы самой дуги окна, но есть в средней части немножко применены детали исламской архитектуры. Это восточные элементы, которые имеют остроконечный верх в замковой части самого обрамления. Но очень интересно то, что вот эти наличники оконные, они переходят в колонны. Вот это, по-моему, нигде такой элемент у нас в Сухуми не повторяется. Да, такой элемент, который вот здесь вот разработан вот в обрамлениях окон и в угловой части стены, очень редко встречается даже на территории вот Абхазии. Редко встречается это полуколонна 3/4, втопленную в угол стены и имеющего остроконечность. Вот эти полуколонны даже выполнены из цельного камня, отесанного камня. Проектировщики старались всегда что-то новое придумать, отличающееся от всех стилей. Может быть, что-то архитектор здесь очень славно поработал, он был талантливым, и он придумал что-то свое. Лида, ну мы знаем, что Даль, сам хозяин этого дома, сам является архитектором этого дома, он инженер по образованию и придумал что-то очень интересное для своего дома. И этот элемент, как говорится, ни с чем не спутаешь, и в этом изюминка этого дома. Да. Хорошо. Ну и, конечно, ложная балюстрада. Ложная балюстрада очень так дает богатство этому зданию. Это элементы эпохи Возрождения. В особенности такая балюстрада развивалась в эпоху Возрождения. Здесь использована над оконной частью также бороздки, которая меняет пластику стены, придает эстетичность, приятное восприятие. Что еще хочется сказать о античных архитектурных обломах, которые здесь использовались. Такое количество их, правда? Очень большое количество, значит, после, в классицизме они использовались очень много у них элементов. Вот здесь вот каждый элемент имеет свое название, там каблучок, здесь использована полочка, использована, вот именно каблучок, вот Да. каблучок, полочка. Все виды профилей архитектурных обломов. Обломы – это архитектурные элементы, различные по своему поперечному сечению, служат для усиления архитектурного декора. Еще вот здесь вы сказали об большом количестве профилей, молдингов, современным языком говоря. Но здесь еще очень большое количество сухариков, вот этих архитектурных деталей. Но они, как ни странно, настолько органично в этой стене смотрятся.
но их количество просто поражает. Вот они Да, здесь, сухарики вот или они на фасаде, под карнизом, да, везде. да, они еще назывались дентикулами, в ордерной, использовались в ордерной системе античности. Здесь взяты они просто как частичка ордерной системы, немножко видоизменено, очень обогащает здание вот под карнизом и на фризе, ниже фриза и выше они изображены, придают зданию тоже богатство в композиции. Здесь всего очень много, Мгм. но очень много не создает чувство перебора, Перебора, а наоборот создает чувство очень гармонии большой. гармонии. Здесь автор проекта сохранил вот эту гармонию, Оно не может не вызвать восхищения. восхищение, да. На всем фасаде здания все проходящие могут увидеть 4 розетки с листьями винограда. Но внутри какое-то отверстие. Что бы это могло быть с точки зрения архитектуры? Здесь мы видим, да, правда, ритмично повторяющиеся розетки в виде, вписаны в круг геометрическую фигуру, обвитые лозой винограда. Это элемент, наверное, византийского стиля. Виноград это символизирует Христа, символ жизни, очень такой сильный э, элемент, Считается, да. считается, да, сильный элемент в христианстве и вообще. Но вот в средней части углубления это что может быть? Обычно в таких розетках изображали глаз или солнце. Вот, может быть, это и есть изображение солнца, глаз, ну, чтобы все это... А могла ли быть в этом отверстии какая-нибудь балка? Вот просто так сделать отверстие, есть ли смысл? Может, это все-таки что-то держало? Как вы думаете? Может, просто это, чтобы здесь отделка, отделочный материал, может, чтобы вот этот элемент держался, там сделали типа цилиндрической формы, чтобы был он втопленным и держалось на фасаде. Я так считаю. Но сейчас эти отверстия все открыты, поэтому Открытые. что там могло быть, остается, конечно, загадкой. Да, стена очень толстая, по кладке видно. Лида, но самое интересное, на мой взгляд, это то, что архитектор этого здания пустил по фасаду узор, который обычно на здании не так часто и делают. Меандр. Да. Что это? Здесь очень крупно изображен меандровый орнамент, который является частью греческой античности. Э, Этот меандр изображал, значит, извилистость реки. Как мы знаем, что в античности все, что вдохновляло из природы, изображали в искусстве, архитектуре. И вот здесь они, создатели этого орнамента изобразили извилистость такой реки, которая существует на территории данной, ну, Турции сейчас, Малой В Азии. Малой Азии была кривая река, которая имела большие извилины. И вот вам со времен неолита Да. меандр по сей день украшает даже самые современные здания. Самые современные здания, ну, это византийский стиль, греческое, все-таки и к нам ближе уже, как бы наша архитектура часто использует местные эти элементы. Меандр – это распространенный тип ортогонального орнамента, известен со времен Палеолита. Автор этого дома все же был амбициозен, мне так кажется, потому что на фронтоне, который венчает крышу, декоративный элемент картуш, в котором обычно пишут либо дату постройки, либо герб или символ рода дворянского. Ну, вот этот намек на то, что у Даля были
некоторые амбиции. В архитектуре эклектики часто применяли именно вот этот картуш. Это в переводе означает картон, бумага, полуразвернутая бумага, где часто писали девизы, год постройки, какие-то послания народу. Там. Здесь картуш изображает, ну, как бы вокруг обвит каким-то орнаментом растительным, но все мы видим, что это есть картуш, обозначение. Картуш – это щит, обрамленный свитками с эмблемой и гербом над входом или окнами. Фронтон имеет арочную форму. Там на самом верху изображены элементы ионического ордера. Это спирали видны. Валюты. Валюты, да. Глазок, и где-то вписываются жемчужины, которые в античности использовали в архитектуре, на карнизах и так далее. Еще античность мне навевают балюстрада на крыше с тумбами. Вот это что за элемент в доме? Над карнизом использовано ограждение в виде балюстрады. Балюстрада использовалась особенно обширно в эпоху Возрождения. Оно возродилось еще раньше, в древней Ассирии и так далее, но в общем большое распространение было в эпоху Возрождения. Балюстрада имеет там две тумбы на крыше, вот, на котором изображены розетки, вписанные в четырехугольник. Розетки цветка четырехлистного, геометрически изображено, что я предполагаю, что это есть элемент из готики, небольшой элемент, использованный в этом здании. Очень красиво смотрится на фасаде и колоритно. Ну, я должна сказать, Лида, что балюстрада на крыше очень часто использовалась в советское время на сталинских домах. И все время создавался вопрос, для чего она была нужна вообще. Это функционал какой-нибудь несет балюстрада на крыше или это декорация? Функционал ограждения балюстрады несет, конечно, как ограждающая защитную функцию, так и защитная функция при работах на крыше, и когда имеется скат особенно. Но как украшение тоже это использовалось, конечно, это элемент классицизма. И в ампире, в сталинском ампире это тоже часто использовалось на крышах, даже с плоской кровлей. Входная дверь у этого особняка, конечно, утрачена. Мы позже вам покажем, дорогие телезрители, как великолепно смотрелась эта дверь. Но остался арочный портал. Что вы скажете о нем? Здесь очень интересный арочный портал с использованием восточных мотивов тоже, которые арка состоит, как бы обрамлено из двух дуг, которые соединяются в замковой части, создает остроугольный угол. Это, ну, как бы элементы персидской архитектуры. И дальше вот в арке использована в центральной части использована подвеска такая интересная, ромбообразная такая. Это стилизованное изображение гирек, которые использовали раньше при Ренессансе, в эпохе Возрождения, использовались для поддержания соединения двух арок. Имел конструктивный смысл. Итак, давайте подытожим. Мы относим этот дом к эклектике, но эклектика – это смешение стилей. Какие же стили здесь можно проследить? И классика, и неоготика. Неоготика, Восточный. Ренессанс, византийская и романский стиль. И вот такое смешение стилей создало этот, на самом деле, не побоюсь этого слова, великолепный особняк, который, увы, разрушает время.
Рядом с домом Даля стоит одноэтажный кирпичный дом князя Иналыпа. Князь Александр Константинович Иналыпа из поселка Аллахадзы в конце XIX века приобрел в Сухуми земельный участок. В 1900 году на этом участке по проекту архитектора Ивановского был построен одноэтажный дом. Александр Иналыпа был женат на петербургской актрисе Анне Ивановне Шуваловой. Он был человеком образованным и проявлял живой интерес к судьбе абхазского крестьянства. Находясь в Самурзаканском участке, был отравлен меньшевиками. После гибели Александра Иналыпа его жена Анна Ивановна в 1925 году продала дом Рифету Османовичу Каралоглы, который был репрессирован в 1937 году. В настоящее время здание используется под жилье. Мы продолжаем идти, гулять по улице Пушкина и подходим к другому дому в другом стиле. Дом князя Иналыпа. Это уже совсем другой стиль, кирпичный стиль. Что мы скажем здесь, Лида, об этом доме? Этот дом построен и запроектирован в период эпохи эклектики. Здесь мы также видим, что есть элементы классицизма, элементы неорусского стиля и различные элементы античности мы тут видим. Так что можно это здание отнести к стилю эклектики с годом постройки и в соответствии с имеющимися деталями. Здесь на фасаде мы видим чередующиеся с оконными прямоугольными проемами, чередующиеся с двумя трехчетвертными колоннами, выступающие на фасаде. Окна повторяются ритмично. И в конце вот есть такой прямоугольный вход. И центром композиции этого здания является тоже фронтон с изображением стилей. Здесь акцент больше на колонны, на да? колонны, да. Это элементы классицизма, они видоизмененные, очень так украшают фасад. Капители выполнены, интересно отличаются от элементов классицизма. Кирпичный стиль был очень доступен в России, и он был очень дешевым материалом, и часто использован неоштукатуренный кирпичный стиль. Это было частью течения в архитектуре эклектики. Но здесь кирпич двух цветов, так, да? здесь, Белый и красный. Да, бежевый, красный Бежевый, кирпич. да, Полихромный кирпич или полихромная кладка называется. Когда используются разные цвета кирпичной кладки. Полихромно здесь светлым тоном выложены выступающие части, и более темным кирпичом выложены более углубленные части, и как-то создает объем зданию, придает объем зданию и какую-то привлекательность. Также здесь использованы лекальные кирпичи, ими выкладывали различные архитектурные детали. В частности, здесь колонна, дентикулы, сухарики, которые мы видим под карнизом, и над окнами выступающие элементы, кирпичики. Из стилей архитектуры здесь еще различных. Стиль архитектуры использован ниши под окнами. Это назывались ширинками. Это стиль использовался в русской архитектуре, в особенности в церковном строительстве. В этих ширинках раньше изображали, конечно, всякие рисунки, резьбу. В данном случае тут просто углубление. И еще здесь, что хочется отметить, клетчатые перемычки. До создания железобетона в архитектуре использовались клетчатые перемычки. Это вертикально уложенные кирпичи, которые как бы радиально расходились или имели форму, неправильную форму, такую сужающуюся к низу. И при кладке таких кирпичей создается такая конструкция, что выдерживает большие нагрузки верхних частей этажа.
Вы имеете в виду вот это клинчатое, вот это Вот, что вот, горизонтально? вот горизонтально вот чтобы мы знали просто, сложенные кирпичики, Ага. они имеют обычно, в обычном строительстве, они имеют замковый камень, он широкий. В данном случае здесь распор произведен, ну, здесь кирпичики сами имеют форму такую, сужающуюся к низу, я так Лида, вижу. я вот вспомнила, что вот так вертикальная кладка кирпичей, она характерна очень для византийских храмов. Да, конечно, эти храмы тогда, в то время, строили из камня, дикого, ну, камня обычного. Тоже существовал такой замковый камень, и разные арки и прямые перемычки строились именно вот по такому методу. И все же первое, что бросается в глаза, когда смотришь на этот дом, это вот колонны, которые сделаны из кирпича. Согласитесь, что это необычно, потому что кирпич, ну как придать ему форму колонны? Что за инструменты нужно использовать, чтобы можно сделать круглую форму кирпичу? При разработке кирпичей очень часто придавали им формы, лекальные формы. Здесь вот на колоннах использовали полукруглые кирпичи, которые, наверное, разрабатывались специально для этого. Есть другие формы кирпичей, между прочим, вот, встречаются в храмах обычно. Вот здесь вот полукруглые кирпичи, полекали, они, видимо, были такие формы. Даже вот эти формы, которые на этих капителях использованы, они тоже тоже. кирпичные, тоже своя форма у них интересная. То есть это не отделка обычного кирпича, это по Нет, лекалам созданный это форма. кирпич. Форма кирпича такая. Ну, учитывая то, что в Сухуми очень много домов кирпичного стиля, можем сказать, что соседство вот этих двух совершенно разных по своей все же архитектуре домов, единственное, что их объединяет, что они одноэтажные. Одноэтажные. Но и тем не менее, вот именно из таких одноэтажных домов был создан Старый Сухум. Именно вот такие дома, они как раз и показывают совершенно неповторимое лицо нашего города. Лицо нашего Понятно, города. что современные постройки, они не могут быть уже одноэтажные. Время диктует уже другие условия, земля в дефиците. Но эти дома необходимо все же сохранять. Я думаю, с этим никто спорить не будет. Вся улица Пушкина, раньше, наверное, театральная она называлась, были построены из такого типа. Вот дальше, вот где существует Кудо Плаза, там тоже было вот такое здание. Хорошо, спасибо большое, Лида. Сухум отличается от всех городов Абхазии большим количеством памятников архитектуры. Дом Даля в этом списке стоит особо, потому что его архитектура привлекает внимание ценителей искусства. Это, что называется, штучный товар. Дом стоит на балансе управления охраны памятников. Ими было сделано несколько попыток восстановить объект как музей сестер Бубновых, но, увы, попытки не увенчались успехом. Совершенно очевидно, что как можно быстрее необходимо спасать это архитектурное чудо. Время и непогода постепенно разрушают его стены, и если мы не поторопимся, то следующее поколение будет лицезреть его только на старых фотографиях.